студии «Вечернего экспресса» министр образования, науки, спорта и молодежной политики Адгур Какоба. Столь широкая область ответственности нашего гостя предполагает столь же огромное количество вопросов к нему. Однако сегодня мы обсудим в основном проблемы, связанные с ремонтом учебных заведений. Адгур Патович, здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего разговора вполне материальная. Я бы хотела, чтобы мы поговорили об объектах, которые входят в перечень объектов Министерства образования. Комплексный план завершен. Мне бы хотелось знать, сколько этих объектов отремонтированных и какие суммы на них были потрачены. По линии Министерства образования немало объектов дошкольного и общеобразовательного учреждения были включены в комплексный план. Сейчас и объекты бывшего Госкомитета Республики Абхазия по спорту и молодежной политике. Вот я хочу сказать по дошкольным образовательным учреждениям. В 2014 году, в конце 2014 года были сданы 10 объектов. Это детские сады? Да, детские сады, они в разных районах республики. Здания детских садов, это в городе Гудаута, 2 детских сада, которые должны были мы принять в конце 2014 года, но по вине подрядчиков не смогли это осуществить. Это, наверное, детские сады, о которых президент говорил на совещании, в которых нет света, воды. Ну, мы поговорили с подрядчиком, и он обещал устранить. Но он будет устранять за свой счет или для этого будет требоваться дополнительное финансирование? Недостатки будут устранять за свой счет, но когда составляли сметную документацию, не было предусмотрено электропитание этого садика. Хотя, что удивительно, стоит большой, достаточно трансформатор, но вот забыли, что его еще надо подключить. И вот сейчас мы столкнулись с проблемой, а для устранения этих недоделок нужны дополнительные средства, и они не маленькие. А чья это вина, вот, что объект был принят в таком состоянии? Вашего предшественника или какая-то компания, Южная строительная компания опять, да, проводила работы? Была создана комиссия министром образования. Вот эта комиссия и приняла этот объект, в котором дети находиться не могут, по сути дела. Я так понимаю, что он еще не запущен, да? Да. А вот те, кто забыли, почему-то не доделали, они несут вообще какую-то ответственность за все это? Или объект принят, и это уже не имеет никакого значения? Ну, вообще, вот любой строитель должен гарантировать хотя бы вот год качество работы. Я думаю, что и вот по гарантии они будут эти неполадки устранять. Но не предусмотренные сметы, вот как в данном случае по 2 этим садикам, нужно будет находить уже дополнительные средства. Сколько всего объектов было выполнено по комплексному плану объектов образования и на какую сумму? Вот по дошкольным общеобразовательным учреждениям на 887 миллионов 170 тысяч рублей были выполнены работы. Также вот в конце 2014 года, до конца 2014 года были введены в эксплуатацию 8 школ общеобразовательных. Но вот принятые тоже по акту, еще не введены в эксплуатацию 2 школы. Это Покуашская и школа в селе Акваски. Адгур Патович, и такой у меня вопрос. Вот сейчас в выпуске новостей прошел сюжет о стадионе. Выяснилось, что городской стадион, Сухумский городской стадион, он тоже находится в вашем ведении. В связи с этим меня интересует такой вопрос. Министерство образования подписало акт выполненных работ. Это означает, что стадион, вы приняли стадион или у вас есть к нему все-таки нарекания? Нет, в конце года мы подписали акт выполненных работ с составлением 2-го акта недоделанных работ.
И сейчас ведутся работы, и подрядчик обещает, что до конца февраля заканчивает он работу. И мы еще раз посмотрим. Мы создали комиссию, и они вот постоянно в неделю, раз-два приходят и смотрят. Оценить стадион как спортивное сооружение я не собираюсь. Для этого есть компетентные специалисты. У меня есть акт недоделок по объекту, и вот их там около 15, и должны, я думаю, закончить. Эти замечания, они были единогласно приняты вот членами комиссии. Недоделки будут за счет средств Южной строительной компании, но тут есть электромонтажные щиты, которые заказаны, по словам генерального подрядчика, на заводе и изготовителя. Вот за них нужно заплатить. Я сейчас не могу. То есть они не были предусмотрены в смете? Сумма. Нет, они предусмотрены суммой. Но они вот долго их делают на заводе, потому он говорит, что так вот задерживается. Адгур Патович, у меня вот такой вот вопрос. Говорят, что на этом стадионе даже теплые полы, вот такая вот роскошь непозволительная. И в то же время у нас огромное количество школ, особенно в Ачимчирском районе, вот недавно ездила, которые находятся в таком состоянии, не только школы и детские сады. Ну, прям скажем, детям не хочется отправлять в такие школы детей. Меня интересует, деньги комплексного плана исчерпаны. Есть ли какие-то средства, на которые можно проводить восстановительные работы в будущем в этих школах? Я не говорю о создании каких-то там элитных классов, да, уникальных каких-то школ, я говорю просто об условиях, в которые можно отправить детей. Вот что, есть какая-то такая возможность, или мы оставили наших детей без ничего? По тем объектам, которые я назвал, финансирование закрыто уже, вот кроме тех, которые вот там несколько миллионов вот по городскому стадиону, вот, который вот на эти электромонтажные щиты. Вот вы говорили про теплые полы. Да. У нас в дошкольных образовательных учреждениях в основном предусмотрены теплые полы, то есть здания детских садов, они будут теплыми. А что касается городского стадиона, ну там вот какие-то помещения, да, действительно по смете были предусмотрены. Там вот есть тренажерные залы, там вип-ложа и так далее. Вот для таких помещений было предусмотрено. Но мы еще не подключали, не смотрели. Вот, не смотрели, как это будет работать. Одно из замечаний, вот, чтобы они подключили, проверили потом. А предусмотрены в нашем бюджете средства на ремонт дошкольных и школьных учреждений? Насколько я знаю, пока нет. У нас такая проблема возникла сейчас по Ачимчирскому школу-интернату. И там уже нужны какие-то текущие ремонты, хотя 2 года как ввели в эксплуатацию, но уже там требуются какие-то денежные средства, чтобы поддержать его. Да, поддержать, сделать ремонт текущий. Но у нас нет на это специально выделенных средств. Но делать ремонт в любом случае нужно. Я думаю, что государство найдет какие-то средства. А в бюджете на 2015 год они не предусмотрены? На ремонт да. Новых зданий введенных нет. Адгур Патович, большое спасибо на этой не очень веселой ноте. Мы попрощаемся с вами.